Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл вебинаров, который посвящен встрече с представителями Военного комиссариата Республики Коми. Цель наших встреч заключается в том, чтобы информировать педагогическое сообщество, родителей, законных представителей о порядке поступления в профессиональные организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации, о направлениях и специальностях подготовки. В работе нашего вебинара сегодня принимают участие Соловьев Денис Владимирович, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Коми, и наш гость из города Санкт-Петербурга, запорожец Василий Васильевич, начальник лаборатории кафедры боевого применения средств наблюдения Военно-морского политехнического института города Санкт-Петербурга, капитан третьего ранга. Так, слово предоставляется Денису Владимировичу для информирования о порядке поступления в вузы Министерства обороны Российской Федерации. Пожалуйста, Денис Владимирович. Уважаемые педагогические работники, родители, хотел напомнить, что у нас в 2021 году продолжается отбор граждан для поступления в 35 вузов Министерства обороны по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой. Курсанты в вузах Министерства обороны обучаются по командному, инженерному, техническому, финансово-экономическому, военно-юридическому, медицинскому, педагогическому, психологическому, физкультурному и другим профилям подготовки. Набор кандидатов проводится как из числа граждан мужского пола, так и из числа граждан женского пола. Срок обучения составляет не менее 5 лет, высшее профессиональное образование, и по среднему профессиональному образованию 2 года 10 месяцев. Напомню, что перечень вузов мы уже доводили на предыдущих вебинарах. У нас их по высшему профессиональному образованию 35 вузов, по среднему профессиональному образованию 24. Набор у нас продолжается до 29 июня, то есть каждый желающий может обратиться в военный комиссариат по месту жительства с заявлением о поступлении в тот или иной вуз Министерства обороны. Поэтому время есть, мы собираем необходимые документы, проводим предварительное медицинское освидетельствование и направляем личное дело в тот или иной вуз, куда гражданин захотел поступить. Сейчас хотел бы предоставить слово Василию Васильевичу Запорожцу, прибыл из Военно-морского политехнического института с целью профориентационной работы с кандидатами, с обучающимися. Ну и немножко расскажет он о своем политехническом институте, о быте, о проживании, ну, в общем, расскажет все, что, какие факультеты есть, расскажет именно о своем вузе. Василий Васильевич. Спасибо, добрый день, уважаемые преподаватели и наши будущие, надеюсь, абитуриенты. Я представляю Военно-морской политехнический институт Военно-морской академии. Наше заведение образовалось очень давно. Это произошло 20 августа 1998 года. Историческую справку мы опустим немного. Кто захочет, мы оставим здесь слайд-шоу, и любые желающие смогут его посмотреть. Далее. Наши площадки находятся в городе Санкт-Петербург в 3 местах. Все эти места исторические. Первое – это Адмиралтейство. Далее – это город Пушкин и город Петродворец. История институт выпустил более 35 тысяч офицеров, инженеров корабельной службы. 16 человек из них стали героями Советского Союза, 7 человек героями социалистического труда, 8 человек героями Российской Федерации. Среди выпускников есть 7 действующих членов Российской Академии Наук, 4 члена-корреспондента Российской Академии Наук, более 150 лауреатов Ленинских и государственных премий, свыше 360 адмиралов и генералов. Сегодня образовательный процесс осуществляется профессионально-преподавательским составом, среди которого 38 докторов наук, 208 кандидатов наук, 36 профессоров,
103 доцента, 18 заслуженных деятелей, почетных работников науки и техники. Более 80% преподавателей из числа военнослужащих окончили военные академии, обладают большим опытом службы на надводных кораблях, подводных лодках и соединениях флота. Наше заведение имеет все лицензии и свидетельства для проведения учебной деятельности. Далее я вам представлю наши факультеты и кафедры, которые они представляют. Первое – это факультет ядерных энергетических установок. Он представляется двумя кафедрами. Кафедра ядерных энергетических установок и кафедра корабельных систем управления. Далее идет кораблестроительный факультет, в состав которого входит кафедра военного кораблестроения, кафедра водолазной подготовки и судоподъема. Третьим у нас идет факультет турбинных энергетических установок, применения и эксплуатации вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты сил флота. В состав этого факультета входят 3 кафедры. Кафедра паровых турбин, кафедра газовых турбинных установок и кафедра радиационной, химической и биологической защиты. Далее у нас факультет энергетических установок. В его состав входит кафедра дизельных установок, кафедра электротехнических систем кораблей. Следующим у нас идет радиотехнический факультет. В его состав входит кафедра радиолокационных и оптико-электронных средств военно-морского флота и кафедра гидроакустики. Далее факультет систем автоматизации управления. Кафедра боевого применения автоматизированных систем и средств управления и кафедра интегрированных систем боевого управления кораблем. Здесь я хочу остановиться, так как по этому факультету, по единственной профессии, это кафедра боевого применения автоматизированных систем управления и средств управления, проходят службу у нас девушки, то есть проводится набор девушек, поэтому только по одному направлению. И далее у нас идет факультет средней военной специальной подготовки. В общем-то, все специальности, которые я уже перечислил, также входят в состав факультета средней военной специальной подготовки. Он выпускает в дальнейшем уже мичмана военно-морского флота. Все предыдущие кафедры выпускают офицеров, то есть по выпуску это будет лейтенант. Так, далее я хотел бы перечислить требования к кандидатам, поступающим в вузы Министерства обороны, ну, естественно, и к нам. Вы обращаетесь в военкомат, и по требованиям, которые предъявляются, проходите медицинское обследование, профессиональный психический отбор, также сдаете физподготовку. Ну, в состав ее входит для мальчиков это подтягивание, бег на 100 метров, бег на 3 километра и плавание на 100 метров при наличии условий. То есть, если человек умеет плавать, он сдает, если не умеет, то тут уж ничего не поделать. И для женщин это 3 упражнения: наклоны туловища вперед, бег на 100 метров, бег на 1 километр и также плавание на 100 метров при таких же условиях, в общем-то. Далее, по бытовым условиям проживания курсантов хотел бы рассказать. Есть спортивные все мероприятия, то есть бассейн, спортивные площадки, залы, кружки разнообразные, от шахмат, в общем-то, до футбола и до борьбы. По местам проживания все сделано в системе кубриков. То есть, например, начнем с девушек. Они проживают в кубриках по 4 человека, где представлены вообще все условия необходимые. Душ, комната отдыха, чаепитие, в общем-то. Для бытовых условий, комната бытовых условий по питанию. Питание производится по шведской системе, то есть выбор 2-3 блюда, которые человек может выбрать на приеме пищи. Трехразовое питание производится.
материалами. И далее еще у нас есть, значит, всё, вернемся назад. Так, и вот у нас есть профессиональная ориентация обучающихся в Республике Коми. И здесь, как я понимаю, так можно сказать, сухопутные учреждения самых разных городов нашей Российской Федерации. И когда мы нажмем на какой-нибудь город, так, то там будет представлена информация о том учреждении образовательном, которое здесь находится. Можете нажать, вот, например, Севастополь. Здесь тоже Морская тематика. Так, ну, ролики самые различные. Так, ну, достаточно. То есть, как говорится, все в свободном доступе, все работает, и товарищи педагоги, значит, вы можете организовать и встречи такие вот с выпускниками, ориентировать их на поступление вот в такого вот рода престижные вузы. Можно подготовить родительское собрание и таким образом рассказать родителям о порядке приема и об условиях приема в высшее учебное заведение. Вот у нас как раз даже еще ниже можете опустить вот видеоролик о поступлении в профессиональные организации МЧС у нас есть, и еще, в общем, самая различная информация, ориентирующая обучающихся на поступление в такие вот профильные специальные вузы. По сегодняшнему вебинару я подготовлю список еще раз тогда на какие с тематикой вебинаров и ссылками информацию, которая расположена у нас в нашем методическом объединении. Ну и, как обычно, я жду от вас каких-либо методических ваших разработок, рекомендаций, вопросов, с которыми вы можете ко мне обратиться. Спасибо за внимание вам. Так, спасибо нашим гостям. Всегда рада вас принимать у себя в стенах института. Хорошего. До свидания.